Бомж. Человек без определенного места жительства. Он же маргинал, бездомный, человек, находящийся на социальном дне. Тот, кто вызывает у большинства прохожих чувство отвращения и брезгливости. Наверняка именно такие ассоциации рисуют многим воображение при употреблении этого термина, перекочевавшего в отечественный сленг из протоколов еще советской милиции. Но насколько верны и человечны такие выводы? Ведь портрет бездомного может отличаться от наших представлений. Именно с такой точки зрения и с долей хорошего юмора подошли к созданию сериала «История бомжей» Кызыли. Авторы – резиденты творческого объединения 3 икса. Повествуют о приключениях троих друзей, оказавшихся за бортом благополучия. Сейчас проект набирает популярность в социальных сетях республики. Идея создания мини-сериала возникла у блогера Кижика Кошкулака еще несколько лет назад. Я хотел свой день рождения провести в стиле бомжей, чтобы все было прикольно, но в силу обстоятельств я не смог провести свой день рождения, и как-то эта идея просто запала. И в один момент мы просто собрались с пацанами, обсуждаем, что бы сделать, и понимаем, что казахи снимают сериал, там, кыргызы, алтайцы, буряты, все снимают сериалы прикольные, почему бы и мы не можем это сделать. И я предложил пацанам, вот давайте про бомжей сделаем, но сделаем так, чтобы это было социальным. Создание социального сериала поддержали блогеры Айдыс Мангуш и Валерий Аскаров. В обычной жизни резиденты проекта, конечно, не похожи на своих персонажей, но все же привносят в их характер свои черты. Человек, он импульсивный, всегда, но он человек, конечно, поддакивающий, что-то скажут его друзья-бомжи, там, сказали что-нибудь, да, ой, да, вы заметили? Да, кстати, да. Вот такой вот он человек, и еще такой вот, как Ворчун, мой персонаж Ворчун, как я, наверное, да. Агрессия общества, недопонимание и игнорирование социальных проблем бездомных. Вот то, с чем сталкиваются на протяжении 6 серий трое лиц без определенного места жительства. Зрителей в этой истории привлекает юмор и резкие повороты сюжета. В рамках сериала также снят клип под названием «Ньмань Сень». Он собрал на просторах интернета десятки тысяч просмотров. Важно отметить, что с технической точки зрения качество клипа и всех приключений бомжей на высоте. Съемку и монтаж самого сериала обеспечил Самдан Иргит, профессиональный оператор и монтажер. Трудоголик на 98%, а 2% в жизни он просто спит. Творческий процесс затягивает. Самдан также поучаствовал в съемках под творческим псевдонимом Барон, совмещая работу, съемки проекта и монтаж каждой серии. Днем я весь день работаю, вечером снимаю. Вот поэтому все начальные серии «Истории бомжей» снимались только ночью. То есть я до 11 работал, и там с 12 ночи до 3 мы с ребятами снимали и сразу же садились за монтаж. И так вот сюжет уже завертелся в том, что я сам начал принимать там участие, а на самом деле в первой серии я тот чувак, который уходит из дома и из подъезда их выгоняет. А потом вот сюжет как-то так закрутился, что я уже сам попал в кадр. Сейчас мини-сериал доступен к просмотру совершенно бесплатно на официальной странице проекта 3 икса ВКонтакте. Правда, только на тувинском языке. Отвечая на вопрос о переводе сериала на русский, создатели раскрыли некоторые планы на будущее. Мы пока что решили, что первый пилотный сериал будет на тувинском, и если он хорошо стрельнет, и если он пойдет в массы, то мы обязательно это будем продвигать на российский уровень, на наши ближайшие регионы, и там, конечно же, будут субтитры. Да. Либо вообще мы можем сделать с отдельной озвучкой. Самое главное, проект 3 икса отправляет в массы правильный посыл. Необходимость решения проблемы, которую у всех на виду и которую мы стараемся не замечать на улицах города. Ведь бездомные – это такие же люди со своими проблемами, чувствами и желаниями.
Стоит отметить, съемкой сериала деятельность резидентов не ограничивается. Набравший популярность проект 3Икса организовывает за свой счет мероприятия, которые и в реальности улучшают нашу жизнь. Из последних акций – оплачиваемый субботник и установка лавочек на горе Доге. Узнать подробнее вы можете, посмотрев репортажи 108 канала «Добровольно, но не бесплатно», «Необычный субботник в Кызыле» и «Доброе дело на священной горе». Ну и, конечно же, посмотрите сам сериал. Ссылка на проект прикреплена в описании к этому репортажу. Александр Петрушин, Культыгина Шина, 108 канал.